До студії Хорем Ньюз сьогодні завітала легендарна людина, не побоюсь цього слова, легенда кримського супротиву, командир спецпідрозділу Крим Іса Акаєв. Салям алейкум Сабі, дякую, що завітали до нас, зайшли для нас час. І в першу чергу хотів би подякувати вам і вашим побратимам за те, що захищаєте нас, бороните нашу країну і даєте нам можливість робити свої справи, займатися своїми справами. В першу чергу маю пояснити для нашого глядача, що ви є командиром спецпідрозділу Крим, у складі якого представники мусульманського віросповідання, але різних національностей, це не лише кримські татари. І от в цьому контексті я хотів би вас розпитати, чому війна в Україні, ця російсько-українська війна, і участь мусульман в ній, вона не протирічить нашим мусульманським канонам? Ну, этот вопрос можно... Я в первую очередь хочу поблагодарить за то, что вы меня пригласили. Поблагодарить вас за то, что вы даете возможность сказать то, что у меня, мои мысли, мои переживания. Поблагодарить всех тех, кто принимает участие в нашем вооруженном сопротивлении, тех, кто с оружием в руках, тех, кто делает ту работу, которую делаете вы, тех, кто... Всех украинцев, вне зависимости от национальности и вероисповедания, те, которые вкладывают посильный труд для того, чтобы мы одержали победу. Всем большая подяка, и пусть Аллах Субхану ва Тааля всем дарует понимание, видение и дарует хидая. Аминь. Дякую. Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что в первую очередь сами корни этой войны лежат очень далеко по времени, скажем так. Во-вторых, Российская империя, Российское государство, Советский Союз, разницы нет. Стала тем, кто она есть, как бы уничтожая, лишая имущества, лишая земли очень многих мусульманских народов. Это мусульмане народы Средней Азии, тюрки, мусульмане, жившие в предгорьях Северного Кавказа. Вот на сегодняшний день то, что это там Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская область, раньше это все было Дешты, Кыпчак, земли кипчаков, наших братьев. Вот там нагайцы, черкесы, и все остальные народы. Плюс наш народ, крымско-татарский, который тоже очень много пострадал и очень много потерял. Поэтому как бы вот эта участь наша в этой войне, она как бы далеко в истории это заходит в первую очередь. Второй момент, тоже важный, то, что есть то, что нас всех объединяет, это вот депортация, голодомор и все вот эти вещи, которые россияне или там советы, коммунисты проделывали с нашими народами, не скажем так, не в столь далеком прошлом. Как бы память наших дедушек, бабушек, отцов нам передавали то, что они пережили. И для многих из нас, как для крымских татар, так и для народов Северного Кавказа, которые с нами воюют вместе. Также и для украинцев это есть возможность в первую очередь отстоять свою свободу, а второй немаловажный момент — отомстить за наших предков, за наших дедов, бабушек, которые перенесли, некоторые из них, которые не дожили до этого дня, которые были лишены многих вещей, но самое главное — своей свободы, жизни, имущества и всего остального. Поэтому как бы эта война объединила нас всех, вне зависимости от вероисповедания, происхождения, потому что мы все понимаем, что это, во-первых, великая возможность, а во-вторых, это наш долг, который мы должны отдать нашим предкам. В общем, так. У мене ще тут уточнення в контексті того, що російські муфті, вони закликають
мусульман, зокрема на Північному Кавказі, брати участь в цих злочинних діях проти нашої держави. І от тут для мене, мені хочеться трохи зрозуміти, чому все ж таки правда на нашому боці. Ну, я скажу так. Основная часть муфтиев в Российской Федерации, скажем так, они, большинство из них на службе у агрессора, на службе у власти российской. И наделяли их всякими полномочиями. Ну, в первую очередь вернемся к тому, что вот религиозная часть это как институция, которая была раньше подчинена КГБ, потом ФСБ. И многие муфтии, которые там приходили на определенные должности, без согласия сотрудничать с органами ФСБ или там КГБ, они как бы это не становились. Ну и многие знаем, что многие работники как христианской церкви, так и мусульманских муфтиятов являются сотрудниками ФСБ, являются там штатными офицерами и все это. Поэтому как бы они оправдывают и стараются находить любые оправдания для того, чтобы обмануть людей, чтобы они участвовали в этом. Потому что иначе, для людей, для которых религиозная подоплека участия в этой войне является как бы важной, они в любом случае будут стараться найти оправдание для себя участия в этом. Хотя ислам запрещает агрессию. Категорически запрещена агрессия против кого-то. Мы можем обороняться, мы можем защищаться. Потому что посланник Аллаха салям сказал, что когда у него один из сподвижников спросил, говорит: я Расул Аллах, если на меня напали, что мне делать? Он говорит: сражайся. Он говорит: если он меня убьет, ты, говорит, в раю. А если я его убью, он в аду. То есть те люди, которые сейчас вот находятся на стороне Украины, мы в любом случае правы в том отношении, что мы по отношению к России мы не совершали агрессии. Мы просто защищаем свою страну, свою землю, свою честь, свободу, религию. Все, что может для человека, все, что может быть для человека ценным, как с духовной, так и с материальной стороны, мы защищаем это. Поэтому ми в будь-якому випадку на правій стороні. І себе хочу трошки поговорити про вашу команду, про спецпідрозділ Крим. Він був сформований, якщо я не помиляюся, у 2014 році. Ви тоді брали участь в бойових діях на Сході. Після того базувалися у Вінницькій області і вже 24 лютого знову почали захищати нашу країну. Як змінювалася чисельність бійців от до 24 лютого і зараз який стан? Конкретно о численности я не буду как бы говорить. Якщо про це можна говорити. Угу. В 2014 году, когда все это начиналось, нас было немного людей. Вот. К тому времени, когда как бы наша активная деятельность в боевых действиях завершалась, у нас был, короче говоря, довольно-таки крупный отряд, подразделение, которое уже могло выполнять какие-то задачи определенные. Вот. После того, как мы не смогли найти понимание в руководстве вооруженных сил, мы были вынуждены выйти из зоны боевых действий и начали заниматься обустройством своей семьи, потому что большинство из нас выехали с Крыма сюда на материковую часть Украины, и, к сожалению, у многих семейное положение, там возможности были очень такие, скажем, не очень хорошие. Вот. Ближе мысль о том, что надо воевать, надо освобождать Крым, надо оборонять свою страну, мы ее никогда не оставляли, мы всегда поддерживали связь с представителями Главного управления разведки, мы всегда готовы были работать. Вот. И когда подошло время, было понятно, что может начаться полномасштабное вторжение
нас собрали, и мы начали боевое излагоджение на полигоне, подготовку к тому, чтобы оказать сопротивление врагу, агрессору. И слава богу, что довольно-таки, скажем, компетентные люди служат в Главном управлении разведки, которые как бы понимали и практически угадали момент начала этих действий. И слава богу, что большинство вот этих подразделений, в нужное время мы оказались в нужном месте и могли оказати сопротивлення. Знаю, що спецпідрозділ Крим брав участь, зокрема, в боях за Київську область, визволені, так, Мгм. Київщини приймали участь. Ваші побратими також брали участь у бойових операціях на півдні і сході нашої країни. І ви, зокрема, бачили на власні очі наслідки окупації і наслідки воєнних злочинів росіян. Що для вас з побаченого було найстрашнішим? Даже сложно сказать. Ну, все, что мы там видели. Когда ты видишь это все, допустим, на экране телевизора, документальном в каком-то фильме, или когда ты это видишь в каком-то художественном фильме, или ты это читаешь, допустим, в каком-нибудь там, ресурсе, который передает новости, то, что там происходит в Сирии или еще где-то в другой стране, это немножко другая реакция. А когда ты это видишь и сталкиваешься с этим сам лично, видишь своими глазами, ощущаешь, чувствуешь, конечно, сказать, что что-то одно более такое страшное. Конечно, самое страшное, это когда ты видишь трупы детей и женщин, которые лежат на дороге. Вот, когда видишь колонну легковых автомобилей с белыми простынями, для того, чтобы они понимали, что это мирные люди, на которых крупными буквами из лейкопластыря написано «Дети», и ты видишь, что это машины расстреляны, и трупы людей, которые находились в этих машинах, лежат на дороге в машине, и это уже протягом нескольких дней. Это, конечно, очень тяжело пережить. Как бы не тяжело, но это очень... Когда ты встречаешь в лесу ямы, в которых лежат люди, в канализационных люках лежат люди, умершие от переохлаждения, скорее всего. Когда видишь людей, которые неделями ничего не ели и не пили, сидели в подвале, потому что боялись выйти. Потому что стреляли по всему, что двигается. Конечно, эти моменты очень тяжело. Сказать, что из этих вещей тяжело, очень сложно. Потому что ты же не знаешь, что переживали эти люди. Ты же как бы не переживал с ними вместе это все, но это очень... Я скажу, повторю слова одного из моих побратимов, украинцев, он не мусульманин. Он мне сказал, знаешь, говорит, брат, я, столкнувшись с этим, у нас в Украине полностью пересмотрел свое отношение к войне в Чечне. В какой-то момент, говорит, я верил их пропаганде. И считал, что россияне, которые воюют в Чечне, они как бы за правое дело. Но я сейчас, говорит, понял, что я был категорически неправ. Вкратце, вот как бы он так вот сказал. Но я видел, что это не совсем как бы то, что он переживает. На самом деле для него это было, конечно, большое такое потрясение. Он не ожидал с их стороны такого отношения. Да, мы все понимали, мы уже 9 лет как бы на Донбассе это все происходит, но многие из нас, кто не сталкивался с тем, что происходит на Донбассе, для них это тоже было очень далеко.
Но когда это коснулось нас, вот когда это стало прилетать к нам в дома, когда мы стали видеть разрушенные дома, из которых выносят трупы женщин, детей, стариков, когда мы стали умирать, когда мы стали видеть... эта война коснулась практически каждую семью. Кто-то что-то потерял, кто-то оказался за 3 земель от Украины, кто-то потерял все. Кто-то сейчас пытается наладить свою жизнь где-то там, в другой стране. Блин, я говорю, очень тяжело сказать, что именно. Это все в комплексе, оно складывается. Получается такая большая вещь, которая, с которой тебе придется жить всю жизнь. Хочу поставити таке питання, можливо, воно буде не зовсім коректним, але от зараз ви розповідали про те, що ви бачили, про те, що ви відчували. Разом з цим я розумію, що ви також переживаєте і принаймні відслідковуєте інформацію щодо того, що відбувається в Криму з нашими співвітчизниками, з кримськими татарами. І ви людина, яка зі зброєю в руках боронить нашу країну. Це, як вам здається, просто, я не знаю, якось почуття помсти, можливо, вгамувати, чи це навпаки не дає вам сил, щоб нищити ворога? Все, что они делают с нашим народом, то, что они делают здесь, то, что они делают в Крыму, то, что они делают даже на территории, как бы подконтрольной им, допустим, этот Северный Кавказ и все остальное, это все вызывает только ярость и ненависть к ним, больше никаких чувств. Хочется их уничтожать, это, наверное, даже, это очень сложно передать словами, может быть... Просишь Аллаху, обращаешься, чтобы Он дал тебе жизнь и силы для того, чтобы бороться с этим. Потому что реально это такое серьезное зло. И мы все отлично понимаем. Все, вне зависимости, я говорю, от вероисповедания, вне зависимости от национальной принадлежности, мы все отлично понимаем. Все отлично понимаем, что если мы эту войну сейчас не закончим, она завтра вернется к нашим детям. Поэтому это вопрос глобально стоит. Это не касается только нашего народа, крымских татар. Это не касается только украинцев или тех граждан Украины, которых это касается всех нас. Это зло, которое живет под названием Российской Федерации. Это оно... Вот этот их вандализм, их вот этот животная ненависть ко всему, что не укладывается в их идеологию, оно, не даст нам спокойно жить. Оно всегда будет противодействовать нам любыми, способами. И как мы недавно говорили с одним товарищем моим, я говорю, понимаешь, самая большая проблема в том, что у них нет ограничений никаких. Это у нас есть, мы придерживаемся законов Аллаха. Есть вещи, в которых мы не можем переступить. А у этих людей нет ограничений, у них нет рамок. Они творят все, что хотят. Все, что им в голову придет. Любое, то, что может прийти в больное воображение, они все это могут воплотить в жизнь, не задумываясь о последствиях и всем остальном. Поэтому это очень такая серьезная задача. Нам надо их просто остановить один раз и навсегда. Но я не знаю, если мы сейчас этого не сделаем, потом когда может Аллах Субхану ва Тааля нам дать такую возможность, я даже просто не представляю. Просто мы это должны обязательно сделать. Чтобы не осталось это нашим детям, внукам. Потому что если они оправятся, они придут с большей яростью и ненавистью к нам. Они будут более изощрены в своих методах. Они сделают выводы из своих ошибок, из просчетов, и это будет очень страшно. Після початку повномасштабної фази війни російсько-української представники різних національностей, в тому числі мусульманського розповідання, які проживають на російських територіях, тимчасово окупованих,
це, зокрема, і території Північного Кавказу, тобто чеченці, інгуші, вони заявили про прагнення до власної незалежності. І, наприклад, 7 січня комітет інгушської незалежності був створений в Істамбулі, де вони прийняли відповідну декларацію. Чим такі настрої або рухи, або якісь їхні дії можуть бути нам корисними у боротьбі нашій проти держави-окупанта? Ну, эти вещи мы должны поддерживать однозначно. Потому что мы на сегодняшний день являемся форпостом тех, кто сражается за свою свободу и независимость. Поэтому всех тех людей, которые готовы освободиться от рабских оков, мы должны их поддерживать. Это наша обязанность. Мы должны их поддерживать, помогать им. Потому что они наши союзники в нашей борьбе. И чем больше будет таких союзников внутри России, тем быстрее мы ее победим. К сожалению, не во всех регионах довольно-таки сильные такие настроения. Многие боятся, многие не понимают важность этого всего. Многие даже не понимают, что такое свобода там, и все остальное, к сожалению. Но в этом направлении мы должны работать, поддерживать и помогать. На сегодняшний день чеченцы, это Ичкерия, ингуши, алхамдулилля. Я многих этих людей знаю, кто этим занимается, кто эту идею проталкивает. Я их всячески поддерживаю, стараюсь, чтобы внутри нашего украинского политикума, скажем, найти им поддержку, помощь в этом вопросе. Всячески стараюсь от себя зависящее делать. И готов всем помогать в этом вопросе. Татарстан, Башкирия, все народы, которые готовы. Я слышал, еще, правда, не сталкивался с ними, но слышал, читал некоторые декларации есть такое движение Ногайская республика Астрахань. Я считаю, что все эти вещи надо поддерживать. Ногайцы — это наши братья, часть нашего народа тоже ногайцы. У меня мама ногайка крымская. И они наши близкие, очень, очень близкие для нас люди, поэтому я думаю, что мы ногайцев тоже должны поддерживать, помогать им развивать их движение. И я считаю, что на территории Российской Федерации в будущем, после победы, должно образоваться довольно-таки много хороших, образно говоря, территориальных образований, в которых бы каждый народ мог создать свое государство. А будут ли они жить в какой-то там конфедерации или еще что-то такое, это уже они будут сами решать. На сегодняшний день главное, чтобы каждый получил, образно говоря, свой угол, свою квартиру, в которой бы он мог жить, потому что за многие столетия должны это сделать. Иначе мы просто исчезнем. Просто они нас растворят. Завтра наши дети, внуки станут одними из тех, не дай бог, которые сейчас этот русский мир и все остальное продвигают. Надо спасать их. Это одна из самых главных задач для нас. Потому что эта идеология, она пожирает умы людей, она уничтожает их как личности. Она делает из них стадо, которое подчиняется тому человеку, который говорит им, что надо делать и как надо делать. К сожалению, очень много людей попадает под это, под влияние этого. Не только в России, но и за границей есть влияние у них очень сильное. К сожалению, на сегодняшний день, конечно, многие вещи изменились. Но мы не должны забывать о том, что если мы их оставим в покое, они восстановятся и даже, может быть, укрепятся, и потом будет еще сложнее это все сделать. Наступне питання буде, що ж змінюєш тему. Хочу з вами поговорити щодо такої теми. Останніми днями, впродовж місяця так точно, в різних соцмережах бачу публікації, дописи такого доволі панічного характеру щодо мобілізації. І на фоні цього неодноразово, знову ж таки, бачив відео, де деякі чоловіки вдягаються у жіночий одяг і намагаються виїхати за кордон або шукають якісь інші шляхи для ухиляння або, знову ж таки, виїзду за кордон. Це все відбувається на фоні того, що поширюється інформація щодо можливого загострення бойових дій
Але водночас я пам'ятаю, що рік тому, в лютому, в березні, стояли люди в чергах до військкоматів, при тому, що зараз нам союзники надають зброю, надають техніку, а тоді ще взагалі не було зрозуміло, як ситуація буде розвиватися. І чому так стається, на вашу думку? Ну, скорее всего, опять-таки, вернемся к тому, что надо с людьми работать. Это как бы момент такой, это вот... многие вещи зависят от средств массовой информации, как она подает информацию. И от руководства страны, скажем так. Надо, чтобы... сейчас такая ситуация в стране, я так думаю, я могу ошибаться, все-таки, что с нами, вот как с украинцами, надо общаться немножко по-другому. Що ви маєте на увазі? Нам надо говорить правду. Если тяжело, значит тяжело. Мы должны понимать, что тяжело, надо немножко поднатужиться, надо собраться. Каждый человек должен чувствовать, что именно от него зависят многие вещи, то, что происходит в стране. И иногда вот такие моменты проскальзывают со стороны правительства, со стороны многих медийных. Мы должны больше этому уделять внимание. Каждый человек должен понимать, что от него что-то зависит, что он не просто какой-то винтик или шуруп, а что он личность, которая может, именно он, если поднимет флаг, что именно он может совершить такой героический поступок, от которого будет зависеть, допустим, исход какого-то сражения или исход какого-то действия положительного для нас, для нашей страны. Мы должны воспитывать в наших мужчинах, женщинах этот момент. Мы все должны понимать, что победа от каждого от нас зависит. От взрослого, от молодого, от женщины, от мужчины. Мы все это должны отлично понимать. И работа средств массовой информации нашего правительства, это очень важно для нас. Поэтому, говорю, с нами надо говорить по-другому. Каждый из нас должен понимать свою значимость. И если мы так сможем это поставить, я думаю, многие вещи изменятся у нас в стране. Украинцы не быдло, которому можно сказать, уйди или отойди, или не мешай, или еще что-то. Мы это уже не один раз доказали. Мы не россияне. Поэтому отношение к людям очень важно. Для того, чтобы было первые дни, когда все это началось, каждый человек понимал, что от него зависит вообще само существование Украины как страны. Что от него зависит свобода, от него зависят многие вещи. Хотя было очень много людей, которые бежали. И сейчас то же самое. Просто мы должны понимать, что мы нужны, что мы необходимы. Тогда люди будут относиться к этому по-другому. А те, кто бежит, пусть они бегут, потому что от них толку не будет. Я б хотів ще просто наголосити з точки зору законодавства, що окрім прав громадянина, у нас ще є обов'язки. Однозначно. Один із них – це захист нашої України. Однозначно. Об этом надо всегда говорить, просто надо людям объяснять. Я говорю, не просто твоя обязанность, ты должен. Сказать, что да, это обязанность не только твоя, и моя тоже. И каждый из нас на своем месте это должен делать. Ты на сегодняшний день можешь с оружием в руках, а я могу, допустим, с камерой. Третий может хлеб печь, четвертый еще. Каждый должен делать часть своей работы. В этом наша обязанность. Как в твоей семье. У супруги, у мужа, у детей. У каждого есть свои права и обязанности. Не просто это то, что ты должен.
понятно, что мы должны. Ну, это как-то в такой более правильной форме должно подаваться. Ну, может, как-то надо с этим работать однозначно. По-другому не получится. Потому что у нас хорошие люди, у нас ответственные, у нас народ очень, готовый. Мы неоднократно это показывали. Я не говорю, что все, но у нас очень много есть людей, искренне понимающих, что от нас многие вещи зависят. И что вот за год люди устали, кто-то погиб, кто-то стал инвалидом, кто-то пропал без вести, кто-то в плену. Но каждый из нас должен понимать, что мы нужны этой стране. Нас любят, ждут, помнят. Эти все вещи мы должны видеть и понимать. Тогда будет отношение совсем другое. І саме зараз фактично на наших очах будується єдина українська політична нація, будується нова держава вже. І ми, кримські татари, є її невід'ємною частиною. Я б хотів би у вас спитати, якою має ця держава бути, і яке місце кримські татари мають посісти в ній? Это такой большой вопрос, конечно, на него можно говорить долго, и то, наверное, мы все мысли свои, все понимания, видения не сможем это все. Я поясню так коротко, щоб ми, умовно кажучи, ми повертаємо Крим, і ми маємо повернутися до ситуації, яка була до 2014 року. Це вже неможливо. Цього вже не відбудеться, бо ми і українці, і кримські татари, ми зрозуміли свої ролі, так, і свої здатності. І ми всі не повернемось додому вже такими, якими ми звідти виїжджали. Однозначно. І от тому я в цьому контексті, як ми маємо розбудовувати це все, що ми маємо, скажімо так, винести з цього, починаючи з 2014 року, щоб цих помилок більше не повторювати, не допустити. Самый главный момент во всем этом то, что мы на сегодняшний день четко поняли ценность нашей свободы. Я не имею в виду только крымских татар и украинцев, тех, кто является гражданами, для тех, для кого Украина не является пустым звуком, скажем так. Вот. И если мы четко поймем ценность этого, каждый ментально это в своем разуме это оценит. Вот, и мы конкретно поймем, что мы на сегодняшний день посредством вот этих тяжелых испытаний мы, Украина, мы, украинцы, в мировом сообществе приобрели какую-то субъектность. Это в первую очередь. Мы не должны вот этого, не потерять это, потому что это очень важно, во-первых, и оно очень дорогой ценой нам досталось. Второй момент. Из всего того, что произошло за эти последние 30 лет, с тех пор, как Украина стала самостоятельной, мы должны сделать выводы, потому что у нас есть довольно-таки много, скажем, положительных положительной информации, каких-то положительных моментов в этом всем, также и отрицательный опыт и все остальное. Мы должны из этого всего извлечь пользу и постараться, чтобы страна наша была максимально комфортной для жизни, работы, для воспитания наших детей, именно для граждан Украины, тех людей, которые живут в ней. Это немаловажно. Потом мы должны это тоже очень важный фактор нашего будущего благополучия. Мы должны все понимать, что мы все разные, ментально, по происхождению, языком, религией. И мы все должны понимать, что вот эта наша разность, что именно в этом
как бы наша сила. И это использовать для того, чтобы получить максимальную пользу для нас, как в духовном смысле, так и, ну и также технически, материально и все остальное. Потому что у каждого народа есть свои положительные вещи, там какие-то моменты, которые мы можем использовать для нашей общей пользы. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит о том, что я вас создал племенами и народами для того, чтобы вы познавали друг друга. То есть мы должны изучать друг друга, сделать из этого какие-то выводы полезные и использовать наш накопленный опыт для того, чтобы наш дом, нашу державу развивать, делать ее довольно-таки комфортной для нас в первую очередь и для тех, кто живет в ней. Ну, конкретно о каких-то вещах сейчас говорить, наверное, рано, потому что на сегодняшний день самая главная задача — это вернуть то, что у нас отняли. Вот, я надеюсь, что больше чем уверен, что вопрос уже не стоит так, как стоял в начале этой войны о том, что вообще существование нашего государства, что мы как бы доказали всему миру, в первую очередь себе, что мы не только имеем право быть, но и мы можем жестко это право свое отстоять, вне зависимости от того, кто против нас. Поэтому я надеюсь, что в будущем все-таки страна поменяется. Я думаю, после войны, да и сейчас уже потихонечку другие люди придут в политику, для которых, все-таки я надеюсь, что для которых уже нажива, вот эта коррупция и все остальное будет не столь важно. Которые будут думать, я понимаю, что, может быть, я как-то идеализирую, но все-таки я надеюсь на то, что уже большинство людей, которые придут в политику, будут думать немножко иначе. Они будут смотреть о том, что вопрос стоит немножко по-другому. Вопрос не стоит для того, чтобы нажиться. Вопрос для того, чтобы устроить себе, там, своих детей, там, и все остальное. Вопрос будет стоять именно так, что мы должны создать правильное, как сказать. Я не скажу, что оно будет идеальным, но хотя бы попытаться сделать государство, которое будет на самом деле сильным с экономической, с военной точки зрения и с политической, с внутренней, вот именно такой социум, в котором будет разным людям, разного вероисповедания, комфортно. Я надіюсь на це. Підсумовуючи, от просто 3 речі для нас, для кримських татар, на вашу думку, які ми маємо зараз вже робити, втілювати для того, щоб... 3 вещи. Любой народ стоит на этих 3 вещах. Это религия, язык и культура. Культура — это такое объемлемое, да, это наша ментальность, скажем так. Минулого випуску ми спілкувалися з істориком Данилом Яневським, який говорив, зокрема, про те, що вже зараз кримським татарам треба робити все, щоб розвивати кримськотатарську інтелігенцію і якісь освітні, зокрема, інститути, які будуть підживлювати нашу націю і збагачувати її. Я думаю, що це можна цілком в контекст культури вписати. Так оно все касается, и религии касается, и культуры касается, и языка. Это все оно взаимосвязано. Все выходит одно из другого. Они все между собой связаны. Любую из этих вещей, если выдернуть, то платформа свалится. Останнє питання. Крим після деокупації. Яким він має стати? Наверное, таким, каким видели его наши бабушки, дедушки. Там должна звучать наша речь. Там должны вернуться названия наши.
Ну, это очень тяжело сказать. Ну, он должен стать нашим, татарским, крымским. Крым должен стать Крымом, одним словом. И мы должны быть его частью. Потому что это одно без другого не существует. Меня всегда, когда спрашивают, почему вы так стремитесь, ты же не родился в Крыму, там не вырос, почему ты так хочешь туда? Я говорю, это очень сложно объяснить. Чтобы это понять, надо быть крымским татарином. Іса Акаєв, український захисник, командир спецпідрозділу Крим. Дуже дякую за цю розмову. Чоксал вас. Чоксал, Алла раза olsun. Пусть Аллах нам всем поможет вернуться домой и победить нашего общего врага. Это очень важно. Потому что все, о чем мы говорили, без нашей победы, оно ничего не стоит. Первое — это победа, а потом все остальное приложится. Иншаллах. Іншаллах. Все, дякую вам. Ви щойно подивились вже 5-й епізод відео подкасту «А що про Крим?». Пишіть в коментарях свої думки, поширюйте, ставте вподобайки, а головне підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.